Давайте поменяем ракурс немножко на жахтан срикши для разнообразия волосан кадров. Хорошо? Сейчас в данный момент такой, как раньше было, дедовщины нет. Добрый день, дорогие подписчики и гости страницы Ансар Ахпарат. В эфире выпуск программы «Таном Тренд». Я ее ведущая Абуева Амина. Сегодняшний спикер стал знаменитым на всю страну во время январских событий благодаря своей коронной фразе «Приказ есть приказ». Итак, внимание, лейтенант Улан Мурзабай. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарим вас за то, что вы согласились дать интервью. И у меня первый вопрос будет такой. Насколько я знаю, вы служите в армии с 2017 года, да? Ну, обучаюсь, да. Обучался. Сейчас работаю. Понятно. Ну, молодежь по-разному реагирует вообще на призыв в армию. Многие хотят косить, наверное, по большинстве случаев из-за того, что есть дедовщина, или, может, другие ребята вообще не видят каких-то перспектив в службе в армии. А вот именно вы почему решили прийти и служить? Ну, сейчас в данный момент такой, как раньше было, дедовщины нет. Сейчас все командиры направлены на то, что поддержание воинской дисциплины, обучение личного состава. Ну, у меня просто, я сам с родом с Алматинской области, город Капчагай. Там у меня воинская часть 35-я есть. Я на них смотрел в детстве и думаю, большой вклад в развитие моего как военного служащего произошло в этот период. Понятно. Вот общество оказывает на молодых давление, говоря такие фразы, как «если ты не служил, значит ты не мужик или не патриот». Неужели вообще патриотизм именно мужской, он должен появляться именно в службе, в армии? Вообще я хотела в целом узнать ваше мнение о патриотизме. Ну, патриотизм в первую очередь выходит с родной семьи, получается. Это первое. Вот, защита, например, своих близких. Ну, сестру, мать, сестренок. Потом защита своего города идет. Например, где ты родился, вырос. Потом уже идет как страна. Это родственники, близкие, это уже все идет от этого. Сначала начинается все с семьи. Фундамент, как говорится. По ходу дела я хочу вас немножко расспросить о тех событиях, да, январских, благодаря которым так получилось, что вы прославились на всю страну. Вы вообще могли когда-либо представить, что такой хаос произойдет внутри страны? То есть не нападение извне, а именно здесь? Ну, да? сейчас, если смотреть историю разных стран, в Киргизстане, например, уже это не первый раз перевороты, на Украине, как говорится, да, все это к этому шло. Но мы, люди военные, мы должны защищать. Мы должны быть всегда готовы, да? Да, к любому исходу событий. Понятно. Вообще, вот это видео, там, наверное, если сейчас посчитать, ну, точно я не знаю, да, огромное количество просмотров. Был реально экстремальный момент. Ну, как бы мы тоже знакомы, что другие ребята по-другому среагировали. Некоторые реально были уже готовы принять смерть. А когда я смотрела видео с вами, то есть вы так смотрите, улыбаетесь и говорите, приказ есть приказ. Такая шикарная улыбка и такая реакция. Но на самом деле в тот момент что вы чувствовали? Ну, страшно жить было по-любому. Но мы, как люди военные, мы не должны показывать свой страх. Потому что за мной есть мои подчиненные, передо мной есть мои старшие офицеры, командиры. Я должен защищать, получается, молодых людей, которые пришли на службу. Вот такая ваша реакция, я думаю, она может любого вообще обезоружить. Я представляю, что если напротив вас сам Усама бен Ладен стоял бы, он, наверное, так поразмыслил бы немного о своей жизни, отрекся бы от терроризма, наверное, пошел работать флористом. Но это такая шутка. Ну, это в первую очередь тоже. Я смотрел на то, что были против народа. Я хотел успокоить. Да. Думаю, получилось. Ну, почти получилось. Хорошо. А вот это видео, скорее всего, увидела ваша бабушка, да, Шнарапа? Я, насколько знаю, я тоже вот немножко изучала о вас информацию. Мама, родители, родственники, может, девушка тоже. Как они отреагировали? Все переживали. Ну, тогда еще же связь не было. Я, получается, когда пришел, меня 3 раза бабушка звонила, получается, Апашка.
как раз сети не было. Потом, как сеть дали, позвонил, сказал, то, что со мной все хорошо, успокоил. Хорошо. Потом после этого отреагировали. Тоже нормально. Я думаю, вся страна вообще за каждого человека, неважно, это был военнослужащий или простой гражданин, все переживали, это были непростые времена, конечно. А вы вообще любите фантазировать? Мечтать? Ну, мечтать можно, но фантазировать в каком именно Давайте плане? мы сейчас вот такое представим, да? Я вообще люблю смотреть парад на 7 мая, потому что, ну, как бы вот смотришь, да, и как бы испытываешь гордость за нашу технику, особенно за наших доблестных сарбазов. И представьте, что на месте министра обороны вы через где-то 30 лет, 40 лет, да? Ну, так я грубо говоря. Ну, Теперь смотрите, пофантазируйте. Если бы вы реально стали министром обороны, что бы вы изменили в нынешней структуре в Казахстане? Военной именно. ну, у нас должно быть больше практики, я думаю, Ага. полевых выходов. На теории можно объяснять, но на практике это больше дается. Думаю, И так. еще какие-нибудь пожелания? Ну, пожелания какие еще. Может быть, увидев это интервью, как бы судьба всей армии может измениться. Ну, у нас все, по И идее, сейчас в нормальном состоянии, я думаю. Больше практики нужно, больше опыта. Ну, хорошо, хорошо. Так, ну и напоследок я у вас спрошу, что бы вы хотели пожелать для призывников в этом году? Ну, как бы сказать, что пожелать. Главное, чтобы было желание, а остальное все, думаю, со временем нарастается. Потому что большинство, когда идут, не идут они не с желанием, а как будто их заставляют. Это, мне кажется, неправильно. Если ты идешь сюда, ты должен осознанно, чтобы научиться, как держать оружие, как защищать свою родину. Если в будущем, не дай бог, конечно, будет война, чтобы ты мог защитить свою страну. Благодарим вас. Это был лейтенант Улан Мурзабай, звезда нашей армии. Спасибо большое за интервью.